Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать беспилотники в приграничных конфликтах. В Таджикистане начался судебный процесс над военнослужащими, жестоко избивавших новобранцев. Ректор российского вуза и посольство Таджикистана в Российской Федерации прокомментировали инцидент с избиением таджикских студентов. В Госдуме Российской Федерации предлагают проверять аккаунты в соцсети иностранцев, претендующих на российское гражданство. Страны Центральной Азии причислены к странам с укрепившимся авторитаризмом. В ходе встреч глав Сагдийской области Таджикистана Раджабой Ахмадзуда и Баткенской области Кыргызстана Абдикарима Алимбаева сегодня, 24 мая, стороны договорились не использовать в приграничных районах дроны и не применять тяжелую военную технику. Пресс-секретарь главы СОГДа Музафар Юнусов подтвердил информацию о встрече и сообщил, что встреча прошла на пограничном переходе Гулистон в городе Исфара. Он расположен на границе с погранпереходом Кызылбили в Баткене. О неприменении беспилотников в приграничных районах также сообщило информагентство 24.кг со ссылкой на Абдикарима Алимбаева. Также стороны договорились поддерживать мир на границе, не допускать провокаций, пользоваться водой по обоюдному согласию. Стороны в очередной раз пришли к единому мнению, что упорядоченная и совместная деятельность властей двух сторон, предотвращение любых ситуаций, ведущих к недопониманию, установление дружеских отношений между жителями границы, устранение возникающих проблем путем переговоров на уровне местных органов власти и общественных активистов выгодно обеим сторонам, сказал он. Проведение встречи подтвердил и мэр города Исфара Бахадур Бахаводдин Зода, но отказался предоставить дополнительную информацию. Обсуждение вопроса неприменения дронов связано с тем, что в последнем пограничном конфликте между двумя странами, повлекшим за собой десятки погибших и сотни раненых, Кыргызстан применил беспилотники, от использования которых несколько граждан Таджикистана были убиты. В Верховном суде Таджикистана началось рассмотрение уголовного дела в отношении 6 солдат и офицера, задержанных после публикации видео жестокого избиения солдат, только призванных на срочную службу в армии. Об этом сообщает радио «Зоди». Месяц назад это видео вызвало огромный общественный резонанс в социальных сетях и негативную реакцию со стороны пользователей. Источники ОЗД сообщают, что военная коллегия Верховного суда Таджикистана приступила к рассмотрению дела 23 мая. Представитель Верховного суда подтвердил эту информацию и сообщил, что выездные судебные заседания будут проходить в здании военного суда Худжанского гарнизона. На скамье подсудимых военнослужащие срочной службы Джонибек Косимзода, Фахреддин Азимов, Азам Камолов, Махмад Назар Назымов, Ходжи Акбар Сайфулоев, а также подполковник Нусхат Лазуриев, занимавший на момент избиения пост начальника первой комендатуры Варух. 5 срочников обвиняются в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Пункт 2 статьи 373 Уголовного кодекса Таджикистана предусматривает за такое преступление лишение свободы от 5 до 10 лет. Подполковник Нусхат Лазуриев обвиняется по пункту Б, часть 3 статьи 391 злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Деяния по этому пункту статьи 391 наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет. 5 задержанных солдат были старослужащими и к моменту возбуждения уголовного дела были уволены в запас. Они были задержаны уже по месту жительства. Следствие по делу почти месяц вела военная прокуратура Сагдийской области. Видео избиения солдат было снято в конце 2022 года в одной из частей пограничных войск Таджикистана, но размещено было в социальных сетях в самый разгар весеннего призыва. По словам чиновников, публикация видео не повлияла на ход призывной кампании, хотя и вызвала многочисленные гневные отклики пользователей социальных сетей.
Администрация технического университета в российском Комсомольске-на-Амуре подтвердила конфликт студентов из Таджикистана с сотрудниками правоохранительных органов. При этом ректор КНАГУ Эдуард Дмитриев отрицает факт массового избиения студентов. По его словам, в ВУЗе проходила проверка миграционной службы, передает радио «Зоди». Была попытка препятствия правоохранительным органам исполнению своих обязанностей со стороны 4 студентов из Таджикистана, которая была пресечена представителями органами правопорядка, заявил Дмитриев. Он не уточнил, как именно пресекли действия студентов. На встрече со студентами 23 мая администрация вуза сообщила, что рейд был связан с арестом студента, задержанного за финансирование терроризма. Официально это не подтверждалось. Тем временем, как пишет Азия Плюс, посольство Таджикистана в Российской Федерации, Генеральное консульство Республики в Новосибирске в курсе инцидента с таджикскими студентами технического университета в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в коротком ответе таджикского диппредставительства на письменный запрос Азия Плюс. Мы следим за ситуацией, как только будет дополнительная информация, сообщим вам, говорится в письме. При этом отмечается, что информацию в посольстве Азия Плюс пыталась получить в течение 2 дней. На телефонные звонки и сообщения в мессенджере там не ответили, поэтому был отправлен письменный запрос, на который и был получен вышеизложенный ответ. Информацию о том, что более 100 таджикских студентов, обучающихся в Комсомольске-на-Амуре, были избиты силовиками Хабаровского края, появилась 23 мая. Члены Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов, это фракция «Справедливая Россия за правду», направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, предложив проверять аккаунты в соцсетях иностранцев, которые подали документы на право пребывания в Российской Федерации или на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС. По мнению члена Комитета по обороне Дмитрия Кузнецова, аккаунты нужно просматривать на предмет экстремизма, дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и пропаганды нетрадиционных ценностей. В своем письме депутат указывает на случаи, когда в отношении проживающих в России блогеров-иностранцев возбуждали дела из-за публикации незаконных призывов или информации, в частности, за пропаганду ЛГБТ. Представляется, что действенной мерой, связанной с пресечением публикации информации о пропаганде ЛГБТ, нетрадиционных ценностей, могла бы стать предварительная проверка лиц, подающих документы на получение в России временной регистрации или гражданства, считает Кузнецов. По его мнению, проверка аккаунтов в социальных сетях на предмет экстремизма, дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и пропаганды нетрадиционных ценностей позволит правоохранительным органам своевременно реагировать и пресекать правонарушения. Международная организация Freedom House подчеркнула в своем ежегодном отчете, что во всех постсоветских республиках Центральной Азии наблюдается снижение уровня демократии и укрепление авторитарных режимов. В индексе демократии за год снизились показатели всех государств региона. Кыргызстан с 1,75 до 1,68 балла, Казахстан с 1,36 до 1,32 балла, Узбекистан с 1,25 до 1,21 балла, Таджикистан с 1,11 до 1,04 балла. Туркменистан с результатом 1 балл находится в самом низу рейтинга. Как отмечают аналитики, можно сказать, что в этой стране почти нет никаких признаков демократии. Freedom House отмечает усиление порочного круга авторитаризма в странах Центральной Азии, причинами которого является безграничная концентрация власти в одних руках, игнорирование недовольства населения, силовое подавление протестов. Правящие элиты этих стран десятилетиями сосредотачивали богатство и власть, что привело к повсеместному недовольству общества. Протесты расцениваются как угроза режиму. Вместо того, чтобы напрямую углубиться в причину демонстраций, власти пытаются подавить волнение массовыми задержаниями, пытками и даже убийствами, говорится в докладе. Подчеркивается, что в прошлом году сразу в 3 странах региона происходили массовые протесты, подавленные силовиками. В Казахстане это были январские события, в Узбекистане беспорядки в Нукусе на фоне недовольства местного населения поправками в Конституцию, в Таджикистане волнения в Горном Бадахшане, вызванные задержаниями и убийствами неформальных лидеров автономии.
Авторы доклада также отмечают, что Россия пережила самое большое годовое снижение рейтинга уровня демократии за почти 30-летнюю историю наблюдения. По их мнению, это связано с продолжением специальной военной операции в Украине и подавлением антивоенных протестов внутри страны. Если учитывать только страны бывшего СССР, то в индексе демократии лидирует государство Балтии с показателем в районе 5,68-6 баллов, а Центральная Азия, наряду с Россией, Беларусью и Азербайджаном, располагается в нижней части рейтинга.